Если вспомнить самые первые дни случаев заражения коронавирусом в нашей стране, а это было еще в середине марта, то никто и представить не мог, что спустя 4 месяца мы получим такую картину. С самых первых дней правительство пыталось, скажем так, защитить народ от страшного недуга. Чиновники вводили карантинные меры, комендантский час. Все предприятия малого и среднего бизнеса тоже были закрыты. Но все эти меры, или как в Минздраве говорят, алгоритм действий, не оправдали себя. Напротив, вызвали гнев у общественности. Мы не готовы сидеть еще 2-3 месяца, потому что наши финансы, возможности многих семей сегодня изрядно подточены и просто элементарно нечем будет выживать и кормить свои семьи. Сами чиновники надеялись, что запретом им удастся остановить распространение вируса. Но спустя 2 месяца эпидситуация в стране еще больше ухудшилась. Особую угрозу на сегодня по распространению инфекции представляет общественный транспорт. Здесь никто, включая самого водителя, не соблюдает санитарные нормы. Люди ходят без масок, нет никакой социальной дистанции. В час пик утром и вечером маршрутные такси, автобусы и троллейбусы часто забиты до отказа. А значит, громкие слова городских чиновников о контроле ситуации в общественных местах остаются лишь на словах. Как говорят эксперты, с самых первых дней введения ограничений со стороны правительства были допущены определенные просчеты. Например, по обеспечению защитными средствами, масками, костюмами, перчатками медицинских сотрудников. Недостаточная работа была и на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Манас. Больницы наши, да и медики, оказались не готовыми к такому повороту событий. На каких-то этапах, особенно на первых этапах, были допущены определенные просчеты. Это, например, по обеспечению защитными средствами, масками, защитными костюмами, перчатками наших медицинских работников. Да? И я считаю тоже недостаточной работой на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Манас, когда мы приняли первый самолет. На борту были наши граждане, да, которые вернулись из страны, где уже были зафиксированы случаи коронавируса. Слабая работа Кабмина привела в итоге к резкому увеличению числа зараженных. Ситуация выходит из-под контроля в самой столице. Но вводить вновь чрезвычайное положение не будет эффективным по причине нашей бедности. Люди не готовы сидеть еще 2-3 месяца на карантине, потому что финансовые возможности многих семей сегодня изрядно подточены. И элементарно нечем будет выживать и кормить свои семьи, отмечают эксперты. Да и как показала практика, карантинные меры не остановили распространение инфекции. Общественность получила психологическую травму. Ситуация очень тяжелая. Вот в моем окружении мы видим 132 сегодня случая, и это не предел. Мы знаем информацию из лабораторий и так далее. Выявление растет. В моем окружении уже семьями заболевают, и есть тяжелые формы, есть средние формы. И я так понимаю, что в ближайшие неделю-две это будет колоссальный рост. В связи с пандемией экономические прогнозы резко ухудшились. Правительство уже признало, что роста ВВП ожидать не стоит. Более того, возможен его спад. В стране насчитывается около 12 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, из которых больше половины, примерно 7 тысяч, находятся в Бишкеке. Из-за того, что в столице, наряду с другими 2 городами и 3 районами страны был введен режим чрезвычайного положения, то большинство предприятий осталось без работы, соответственно и без доходов. В их числе объекты гостиничного бизнеса, туристические компании, заведения общепита, торговые центры, салоны красоты, автомойки, службы такси и другие. Негативные последствия распространения COVID-19 ощутили на себе даже крупные рынки и сотни торговцев, работавших там. Вы не только экономисты, но специалисты, но и простой народ уже заметил, как сказывается коронавирус на социально-экономическое положение нашей республики, в частности, на деятельности малых и средних предприятий, которые преобладают в экономике нашей республики и в целом экономика нашей республики. Мы все видели, что действительно на период пандемии, когда был карантин в нашей республике, все приостановили свою деятельность, что прямиком сказалось на жизнь, на благосостояние всего населения нашей республики. С ростом числа заразившихся COVID-19 в Кыргызской республике все чаще звучит вопрос, насколько достаточно меры, предпринимаемые сегодня для недопущения распространения вируса.
В свете этой борьбы тщательному анализу подвергается действие каждой госструктуры и их недостатки. По оценкам специалистов, разразившийся кризис продемонстрировал истинное состояние дел в институтах власти и накопившиеся там проблемы. За недостатки, допущенные в этот период, винят в основном членов правительства, некоторые из которых уже лишились своих должностей. Этот кризис на многое открыл глаза. И самое главное, стали явными недостатки парламента, потому что критикуемое сейчас правительство избирала коалиция Джогорку Кенеша. Она утверждала программу Кабмина. И мы видели дискуссию, которая развернулась в стенах парламента, когда отстранили от должности вице-премьер-министра по социальному сектору. Если мы не будем уделять внимание качеству избираемых нами депутатов, то такая ситуация будет сохраняться, отмечают эксперты. Азамат Кенжешев, Телек Джуматаев, Нью ТВ.